Практически в центре столицы стоит красивый небольшой особняк, в котором находится Центр взаимодействия Республики Татарстан со всеми федеральными органами власти, дипломатическими корпусами иностранных государств, общественными и религиозными организациями. Полномочное представительство Республики Татарстан в Российской Федерации учреждено в 1994 году указом президента Республики Татарстан. Все эти годы полпредство является форпостом политики республики и национальных интересов, стоит на страже межконфессиональных и межнациональных интересов. В апреле этого года исполнилось 15 лет, как руководит полпредством заместитель премьер-министра Республики Татарстан, полномочный представитель Республики Татарстан в Российской Федерации Равиль Калимулович Ахметшин. Совсем скоро, 23 апреля, Равиль Калимулович отмечает серьезную дату – 65 лет со дня рождения. Обе цифры впечатляют. 15 лет дипломатической работы на государственном уровне дали замечательные результаты. На сегодняшний день Республика Татарстан полноценно представлена во всех сферах экономической, политической, общественной и культурной жизни страны. Ни для кого не секрет, что Татарстан и раис республики Рустам Нургалиевич Минниханов пользуются неоспоримым авторитетом по всем направлениям. Татарстан мощно развивается как в промышленном и технологическом аспекте, так и в налаживании в новых связях со всем миром. Крупные международные мероприятия, проводимые в Казани, не только уступают уровню московских, а порой и превосходят по результатам и размаху. Высокая требовательность раиса к себе диктует и критерии выбора ближайших сотрудников. Уровень руководителя определяется тем, с кем он работает. Образованность Ахметшина впечатляет. В 1982 году он окончил отделение татарского языка и литературы историко-филологического факультета Казанского государственного университета. В 1992 году получил юридическое образование, продолжил обучение в финансовой академии при правительстве Российской Федерации. Кандидат юридических наук, генерал-майор милиции в отставке, Равиль Калимулович по-военному четко и скрупулезно относится к своей работе. Команду подобрал высокопрофессиональную. Уже много лет в полпредстве работают Файзулин Эмиль Венерович и Дина Зинуровна Аляудинова, два профессионала высочайшего уровня. Спектр ответственности только этих двух сотрудников огромен. Эмиль Файзулин является заместителем полномочного представителя по взаимодействию с органами государственной власти в сфере культуры, науки, образования и связям с общественностью. Многие годы курирует молодежное направление. Дина Аляудинова номинально является пресс-секретарем, но по факту пиар-директором и создателем всех замечательных сценариев к мероприятиям и координатором многочисленных событий. Позитивный облик многонационального Татарстана – это заслуга полпредства, которое активно участвует в подготовке визитов инвесторов, иностранных делегаций и руководителей разных стран. Все визиты главы Татарстана курируются полпредством, а Рустам Нургалиевич работает в Москве 60 дней в году, и каждый визит в столицу предполагает не менее 15 встреч. Помимо дипломатической работы, есть несколько проектов, которые были инициированы полпредством и лично Равилем Калимуловичем. Совместно с правительством Москвы около дома Садулаева поставили памятник Габдулле Тукаю, что стало символом Татарстана в районе Москвы, где столетиями жили именно татары. Еще одним важным проектом стала установка памятника поэту-герою Мусе Джалилю на одноименном проспекте. В рамках Дней культуры Татарстана в Москве в 2014 году на Троекуровском кладбище открыли памятник маэстро Фуату Мансурову. В 2018 году на Даниловском кладбище Москвы по инициативе полпредства Татарстана открылся памятник известному журналисту-международнику и востоковеду-арабисту Фариду Мустафиевичу Сейфуль-Мулюкову. Полпредство Татарстана уже несколько лет проводит культурно-благотворительные мероприятия памяти Фуата Мансурова, и все собранные средства перечисляют в поддержку фонда имени Анжелы Вавиловой. В этом году получилась сумма в 3 миллиона рублей. С 2010 года каждое лето в Москве проходят яркие дни Татарстана в Москве, которые собирают вместе не только татары-выходцев из республики, но и всех неравнодушных к культуре и искусству жителей столицы. В рамках насыщенной программы и возложения цветов к могиле неизвестного солдата и общественные мероприятия, встречи с писателями, а также роскошный концерт в Доме музыки. Полпредство ведет активную деятельность по объединению земляков, а также сохранению памяти об ушедших. Все ветераны общественного движения, деятели науки, культуры, военные, выдающиеся выходцы из Татарстана в поле зрения, их жизнью интересуются, поздравляют с праздниками, а также помогают в сложных ситуациях, в том числе с достойной организацией похорон.
а некоторых снимаются фильмы, чтобы передать память молодым. В целом, цель такой деятельности – не дать землякам потеряться в мегаполисе и быть полезными друг другу. При полпредстве созданы такие объединения, как «Медиаклуб», который объединяет более 100 журналистов, в клубе врачей 120 лучших медиков, клуб офицеров объединил 200 ветеранов и военнослужащих военных сил Российской Федерации. Клуб деятелей культуры и искусства состоит из творческой интеллигенции. Совет руководителей общественных объединений, Совет молодежи, а также организовано землячество Татарстана. Все клубы объединяют лучших специалистов в своих направлениях. Ими руководят известные профессионалы своего дела. Совет молодежи был создан в 2013 году и объединил все студенческие татарские землячества московских вузов, а также другие общественные объединения Московского региона. Полпредство уделяет серьезное внимание работе с молодежью, организует встречи в полпредстве и несколько раз прошел конкурс молодежных проектов «Херкет». В этом году в 10-й раз состоялся легендарный мост Москва-Татарстан. Это уникальная идея полпредства и Совета молодежи, позволяющая собрать студентов московских вузов на встречу с людьми, добившихся больших результатов и сумевших превозмочь себя и достичь своих целей. На каждый форум приезжает Рустам Нургалиевич Миниханов. Каждый год программа форума и сценарий становятся все более насыщенными и интересными. Организаторы находят уникальных спикеров, которые делятся своей историей и вдохновляют молодежь на большие свершения. При содействии полпредства учебные заведения Татарстана заключают соглашения с вузами Москвы, осуществляются современные образовательные проекты и появляется возможность получать сразу 2 диплома. Нельзя обойти вниманием 2 грандиозных по своему масштабу и значению мероприятия – Сабантуй и День Татарстана в шатре Рамадана, в организации которых полпредство принимает активное участие каждый год. Сабантуй давно стал праздником для всех москвичей, а ифтар, проводимый в шатре Рамадана, всегда отличается прекрасной духовно-просветительской программой. За 15 лет своей деятельности в должности полпреда Республики Татарстан Равиль Калимуллович Ахметшин провел тысячи встреч, сотни крупных мероприятий, вдохновил своим отношением к работе огромное количество людей. Результаты работы организации можно оценить по масштабу личности руководителя. Сегодняшняя геополитическая обстановка не позволяет полпредству Татарстана оставаться в стороне. Регулярно собирается гуманитарная помощь, и руководство полпредства выезжает в зону СВО, помогает нашим бойцам по мере возможности. Прекрасная идея приглашать участников СВО на проводимые полпредством мероприятия, что служит воспитанию патриотизма и правильных ценностей у молодого поколения. В свое время при непосредственной поддержке Миниханова и содействии Ахметшина был создан уникальный фильм об участии татар в Первой мировой войне «Незаметные герои неизвестной войны». Именно через мероприятие полпредства общественность Москвы узнала о многих выдающихся военных. Именно через мероприятие полпредства общественность Москвы узнала о многих выдающихся уроженцев Татарстана, военных, стоявших и стоящих на защите интересов нашего государства. Высокий уровень работы полпредства Республики Татарстан задает определенную планку всем татарским организациям Москвы. Рустам Нургалиевич часто говорит, что сохранение татарского языка на местах во многом зависит от энтузиастов. Многие замечательные мероприятия, проводимые полпредством, не входят в должностные инструкции. Это инициатива самого полпреда и его команды, неравнодушной к актуальным вопросам сохранения языка и культуры татар. И этот факт тоже о многом говорит. Энтузиазм, инициатива, неравнодушие и полная включенность в задачи и вызовы современности – именно этими словами можно сегодня описать деятельность полпредства Республики Татарстан.